Добрый вечер. В эфире телепроект «Чечен-Инфо». В течение ближайшего часа мы рискнем представить вашему вниманию наиболее интересные темы прошедшей недели. Причем без надрыва, лишних эмоций и излишнего эпизода. За что президент подверг жесткой критике работу некоторых министерств и ведомств, откуда высокие показатели у чеченского спорта. Бесплатна ли бесплатная медицина и кто такой Увейс Ахтаев? Ответы на эти и другие вопросы вы найдете именно в нашей программе. Не сомневайтесь, новости это интересно, если к ним подходить с интересом. Обзор наиболее ярких событий прошедшей недели. Президент Чеченской Республики подверг жесткой критике работу некоторых министерств. Подведены итоги республиканского конкурса «Поколение лидеров». Это и многое другое в экспресс-обзоре Регины Джакаевой. У чеченских спортсменов высокие показатели. Какие перспективы у новой волны чеченского спорта? Об этом Тагир Салаханов в дайджесте минувшей недели. Грозный, город розы фонтана. В Чеченской Республике нарезали земель. В Австрии произошли этнические столкновения, в которые приняли участие выходцы из Афганистана и Чеченской Республики. Муфтии Северного Кавказа высказались за преподавание ислама в школе. Обзор наиболее интересных событий минувшей недели на тему о Чеченской Республике в новостейной ленте сети интернет. За что на этой неделе президент Рамзан Кадыров подверг жесткой критике работы системы здравоохранения. Рауль Вагапов с исследованием того, что лежит за внешней стороной архиважного вопроса охраны здоровья. Тайное соглашение между Шамилем и Ташоф Хаджи. Съезд туземных народов Терской области. Первый съезд представителей чеченского народа и распоряжение Бориса Ельцина о прекращении войсковых операций. Хронология памятных дат в истории Чеченской Республики. Увейс Ахтаев. Самый высокий в свое время человек планеты. Баскетболист и мастер спорта СССР. Кто он и откуда? Чеченский Гулливер из Чимкента. Увейс Ахтаев в рубрике «Жизнь замечательных людей». Рубрика «Экспресс-Инфо» – это объективная и независимая экспресс-картина наиболее ярких событий недели. На этой неделе в картину вписались правозащитники, которые вплотную занялись психологической реабилитацией. Власти города Гудермес, которые объявили о начале строительства первых многоэтажек, и некто Сергей Занозин, который привез в республику подумать только газ. Регина Джакаева с обзором новостей минувшей недели. В Грозийском Дендрасаде заложена аллея славы первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Решение об этом было принято на ведомственном совещании, и уже на следующий день чеченские лесоводы заложили аллею имени Ахмата Хаджи Кадырова. С этой целью представители Министерства лесного хозяйства Чеченской Республики завезли из Кабардино-Балкарии большое количество посадочного материала – березу, ель канадскую, каштан конский, липу кавказскую, сосну 3 видов и другие саженцы деревьев и кустарников. Этот уникальный уголок природы на юго-западной окраине Чеченской Республики, являющийся ее визитной карточкой, сильно пострадал в ходе 2 военных кампаний. И делается немало для восстановления десятков ценных древесно-кустарниковых пород, завезенных сюда из различных климатических зон нашей планеты, в частности, из Японии, Канады и Европы. На встрече с членами Кабинета министров республики президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров подверг жесткой критике работу некоторых министерств республики. В частности, Министерство культуры, образования, науки, а также и Министерство здравоохранения. Особое внимание было уделено санитарному состоянию и уровню культуры медицинского персонала городской клинической больницы номер 9. По словам главы республики, больница находится в антисанитарном состоянии. Нет водоснабжения, канализации. Рамзан Кадыров дал четкое указание министру здравоохранения устранить все недостатки в кратчайшие сроки. Соответствующие указания были даны и руководителям Министерств культуры, а также образования и науки. Президент подчеркнул, что необходимо повысить уровень культуры, здравоохранения, образования. В ближайшее время в Чеченской Республике в рамках осуществления программы «Поддержка развитию Центра реабилитации жертв пыток» планируется реализовать программу по психологической реабилитации жертв насилия и пыток. Партнером проекта выступит региональная общественная организация НИСО при поддержке Добровольного фонда ООН при софинансировании организации «Каритас», Франция. Инициативу поддержал и чеченский уполномоченный по правам человека в Чеченской Республике Нурдин Хаджиев, который выразил готовность оказать содействие в осуществлении проекта. Местные правозащитники заявили о своем намерении оказать активистам всю необходимую поддержку.
В ходе осуществления проекта планируется привлечение зарубежных экспертов-психологов, имеющих опыт работы в поствоенных регионах, которые, в свою очередь, будут готовить местных специалистов для самостоятельной работы. Подведены итоги первого республиканского конкурса «Поколение лидеров». В ходе его проведения Советом молодежных общественных объединений было принято и рассмотрено около 200 заявок по различным номинациям национальной молодежной премии. Из них в результате тщательного отбора премии были удостоены 19 человек. Это целеустремленные молодые люди, достигшие высоких результатов в спорте, культуре, журналистике и предпринимательстве, ставшие примером для подражания и духовными наставниками чеченской молодежи. Лауреатом номинации «Гордость нации» стал и президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Лауреатами премии в различных номинациях стали также председатель Совета алимов Ходжа Ахмед Кадыров, директор Центра духовно-нравственного воспитания и развития Ваха Хашханов, президент Чеченского государственного университета Зорбек Саидов и другие. Национальная молодежная премия «Поколение лидеров» является правопреемницей премии «Человек года». В Гудермесе, втором по величине чеченском городе, началось строительство первых многоэтажных домов. Возведение многоэтажек предусмотрено генеральным планом строительства высотных жилых домов в Гудермесе, который был представлен на рассмотрение президенту Чеченской Республики. Строительство 13 многоэтажных домов, 5 из которых будут 16-этажными, планируется завершить в конце декабря текущего года. В сообщении отмечается, что в ближайшие годы в Гудермесе будут строиться новые жилые кварталы, детские сады, школы, супермаркеты. Всего, по данным Росстата, в Чеченской Республике в 2008 году было построено 55 тысяч квадратных метров жилья. По сравнению с 2007 годом рост составил 21,5%. При этом доля индивидуального домостроения в общей площади построенного жилья в республике составила 100%. Около 36 тысяч детей из Чеченской Республики в 2009 году смогут провести летний отдых в санаторно-оздоровительных лагерях Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, а также на побережьях Черного и Каспийского морей. Организацией отдыха занимается Фонд социального страхования России по Чеченской Республике, Министерство труда, занятости и социального развития Чеченской Республики. Работа по оздоровлению детей республики уже ведется. Так, региональным отделением фонда на весенних каникулах в феврале-марте было вывезено в санаторно-оздоровительные лагеря круглосуточного действия Кабардино-Балкарии и Республики Дагестан более 4000 детей школьного возраста от 6 до 15 лет. Ожидается, что в этом году дети смогут отдохнуть и поправить свое здоровье в санаториях Кабардино-Балкарии: Олимп, Горный Родник, Долинск, Электрон, Дружба, Кавказ. По информации Республиканского министерства труда, в прошлом году в лагерях отдохнуло 1994 ребенка. Президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров потребовал от сотрудников госавтоинспекции более ответственно исполнять свои служебные обязанности. Так, на встрече с руководителем УГИБДД МВД по Чеченской Республике Шамханом Денелхановым Рамзан Кадыров выразил недовольство работой сотрудников госавтоинспекции, отметив, что по его личным наблюдениям работники ГАИ халатно относятся к своим профессиональным обязанностям. По его словам, в республике в результате дорожных происшествий ежегодно погибает большое количество людей. К примеру, уже с начала года в республике произошло 64 дорожно-транспортного происшествия, в результате которых погибло около 50 человек. В большинстве аварий, по словам главы республики, как правило, виноваты сотрудники силовых структур. При этом он добавил, что проверки на дорогах не должны быть разовыми мероприятиями, а должны проводиться систематически. На прошлой неделе президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров посетил 3 высокогорных села – Эникали, Ялхой-Мохк и Джугурты, где встретился с местными жителями. В ходе поездки глава региона заявил, что правительство республики будет активно заниматься стимулированием крестьянских фермерских хозяйств и предложил жителям высокогорных сел разработать бизнес-планы хозяйств, которые обеспечат людей рабочими местами. По его словам, в тяжелых для экономики условиях в республике основной акцент будет сделан именно на развитие агропромышленного комплекса.
Мы готовы оказать необходимую помощь в реализации любого проекта, который направлен на трудоустройство жителей и обеспечит им реальный заработок, сказал Рамзан Кадыров в этой связи. Также Рамзан Кадыров сообщил жителям сел, что в ближайшее время начнутся работы по благоустройству и развитию Курчалоевского района, в который входят указанные населенные пункты. В Грозном подписано соглашение о социально-экономическом партнерстве между группой ГАЗ и правительством Чеченской Республики. Соответствующий документ подписали председатель правительства Чеченской Республики Одес Байсултанов и председатель правления группы ГАЗ Сергей Занозин. Целью подписания соглашения является социально-экономическое партнерство с группой ГАЗ, развитие автомобильного, строительно-дорожного и транспортного комплексов, а также сервисно-бытовой инфраструктуры Чеченской Республики. Сообщается, что соглашение позволит продолжить сотрудничество на долгие годы и принесет немалую выгоду обеим сторонам. Также в эти дни в Грозном уже состоялось открытие первого специализированного дилерского центра по продаже дорожно-строительной, автобусной и большегрузной техники предприятий группы ГАЗ. В Грозном уверены, что открытие торгового дома является для региона важным событием, которое будет способствовать дальнейшему развитию Чеченской Республики. О спорт, ты мир, так говорили древние. Нам нужен мир и желательно весь, говорят чеченские спортсмены. Тагир Салаханов размышлял о месте чеченских спортсменов на спортивных аренах страны и мира и выяснил, что это место отнюдь не в последнем ряду. Откуда высокие показатели чеченских спортсменов и какие перспективы у новой волны чеченского спорта? Об этом и многом другом Тагир Салаханов в дайджесте минувшей недели. «О спорт, ты мир» – это высказывание великого Пьера де Кубертена, ставшее крылатой фразой, как ничто другое характеризует нынешнюю Чеченскую Республику. Позволим себе вольное перефразирование и скажем: «О спорт, ты мир» в Чеченской Республике. А теперь попробуем разобраться в причинах, которые дают нам право так сказать. У чеченцев во все времена ловкость, физическая развитость, быстрая реакция считались непременными атрибутами мужчины. Умение хорошо держаться в седле, владение всеми видами оружия, навыки рукопашного боя были для горцев такими же необходимыми, как еда и воздух. Чеченцы, всю свою обозримую историю, проводившие в войнах и стычках, довели эти навыки до совершенства. Более того, не владеющий всеми перечисленными качествами, вряд ли мог считать себя полноценным чеченцем. Да и у девушек такие мужчины пользовались умеренным интересом. В общем, как ни крути, хочет он того или нет, чеченец для того, чтобы считаться полноценным членом общества, был обязан быть физически развитым, владеть оружием и дружить с лошадьми. Во многом и джигитовка, и владение оружием, и спортивное развитие у нахов заложено на уровне генной памяти. А учитывая стремление чеченцев во всем и всегда быть первыми, это лучший залог для широкого развития спорта и высоких достижений. Сегодня уже можно говорить о том, что спорт стал неотъемлемым в нашей с вами жизни. Чуть ли не каждый день в республике проводятся соревнования регионального, всероссийского и международного уровня. Спорт любое время, любой таган, здоровье на дикию. Аугар хал здоровьен халата именно вэкам халота дуэ нохчегам. Вэн угар юшум дуке. Мастера перчатки, ковра и смешанных единоборств почитают за честь выступить на турнирах, проводимых в нашей республике. Было бы против правды говорить о том, что они стремятся к нам из голого энтузиазма. Конечно же нет. В немалой степени этому способствуют и приличные призовые фонды. Я уже предвижу гневные возгласы критиков тратить народные деньги во время кризиса, одаривать иноземцев, которые палец об палец не ударили для республики и прочее в подобном роде. Но... Простите, а что является большим и лучшим стимулом, чем хорошее вознаграждение? Да и получают эти призы в основном наши с вами соотечественники, которые все громче и громче заявляют о себе на мировых спортивных аренах и подмостках. Какую другую альтернативу могут предложить этому критики? Бувайсари Адам Сайтиевы, Саламу Межидов, Исламбек Альбиев, Лечи Курбанов. При упоминании этих имен разве не переполняются сердца чеченцев гордостью за свою родину, за то, что они чеченцы, великие мастера и прекрасные люди? Разве не им мы благодарны самыми прекрасными моментами, которые они дарили нам в годы тягот? Спорт, и столько спорт, есть самая лучшая форма самовыражения для чеченца. Не зря мудрый Ахмат Хаджи Кадыров в возрождении республики отводил спорту главенствующее место. И хвала Аллаху, что этот урок, как, впрочем, и другие его уроки, хорошо усвоил его сын и последователь Рамзан. Когда в 2001 году был воссоздан футбольный клуб «Терек», мало кто мог предположить, что уже через 3 года они привезут истерзанную войной республику Кубок России по футболу.
Всем памятна та игра. Не прошло и месяца с момента трагической гибели Ахмад-Хаджи. Все в республике застыли в тягостном ожидании. Что же теперь? И в этот самый напряженный период Терек своей победой подарил много светлых эмоций, а главное, появилась уверенность. Нет, нас ничто не сломит. Махкаш, кигишнац, адиардерс, массеги молодежи. Масит шарат, школа дадина, шеймелил энергии, шеймелил кормател, нит дюнал от спорта. Мой президент Рамзан Кадыров поддержки в любой спорт на первый метке, конечно, машин слуш, премия слуш, шеймелил кормател, дюнал борьба, бокс, футбол, сигна правительства. Когда республиканский спортивный клуб «Рамзан» во главе со своим руководителем Рамзаном Кадыровым в 2000 году развернул широкую деятельность по популяризации спорта, тоже мало кто верил в то, что запала хватит надолго. Тем не менее, именно спортклуб «Рамзан» стал первопроходцем в проведении общероссийских и международных турниров. Не так много прошло времени, когда по приглашению клуба в республику начали приезжать целые сборные команды со всех концов мира. Еще памятный приезд сборной Японии по киокусин-карате, сборной США по вольной борьбе. А приезд Майка Тайсона и вовсе произвел фурор. Конечно же, приезд Тайсона сам по себе значил бы не так много, но учитывая общий антураж событий, происходивших в республике на тот час, именно этот визит нес на себе показательную функцию. Приезд столь известной и неординарной личности сделал для престижа и позитивного имиджа республики в глазах мировой общественности больше, чем усилия тысяч дипломатов. Стало ясно, что если в республику приезжают мировые мегазвезды, значит там точно мирно и спокойно. Если совершить небольшой хронологический экскурс, мы видим, что буквально с момента визита Тайсона значительно активизировалась спортивная жизнь самой республики. Уже не один год в республике проходят такие соревнования, как турнир памяти Ахмад-Хаджи Кадырова по бильярду, турнир по дзюдо памяти Хусейна Исаева, открытый турнир по боям без правил, турнир по боксу на приз республиканского спортивного клуба «Рамзан», конные соревнования в Гудермесе на призы президента в России и Чеченской республике. Все они носят статус международных и собирают самых титулованных и маститых спортсменов. Достаточно вспомнить, что на турнире по бильярду в Грозном были представлены 8 мастеров Кия из первой десятки мировой табели о рангах. Остальные соревнования им подстать. Мы показали, что мы умеем воевать, побеждать. Нам надо на других аренах это показать, что мы умеем выигрывать на других пьедесталах, на других этих, показывать, что на первых местах чеченцы. Впрочем, все это только фон одной большой программы, а именно государственной программы развития спорта и физической культуры. Когда мы произносим «государственная программа в области спорта и физической культуры», не стоит представлять стройные ряды юниоров, шагающих со знаменами. Нет. Руководством Чеченской республики это делается гораздо эффективнее. Во всех городах и райцентрах республики оборудованы спортзалы и спортивные площадки. Также дело обстоит в крупных и не очень селах. Спорт поощряется, в том числе и финансово. Для сравнения, в статье благотворительных расходов регионального общественного фонда имени Героя России Ахмад-Хаджи Кадырова спорт идет на одной из первых позиций. По итогам 6-7 лет уже можно подвести кое-какие итоги. Первое. И самое главное, возможности для занятий спортом имеют 100% населения Чеченской республики, так как условия для этого, как мы уже говорили, созданы во всех населенных пунктах. А там, где еще нет своих спортзалов и тренеров, они появятся в ближайшее время. По крайней мере, так говорит Рамзан Кадыров, а он, как известно, свое слово держит. Второе. Спорт и физическая культура культивируются повсеместно, средствами массовой информации, духовенством на своих проповедях, призывающих вести здоровый образ жизни. Правоохранительные структуры без разговоров берут на работу свои ряды хорошо физически подготовленных людей. Наконец, проведение соревнований всех мыслимых уровней, от школьного первенства до серьезных международных турниров. Третье. Личное поощрение спортивных успехов президентом Чеченской республики Рамзаном Кадыровым, который не раз дарил квартиру или машину чеченским спортсменам, добившимся тех или иных высоких результатов. Четвертое. У чеченской молодежи есть ориентиры и примеры для подражания. Опять же, повторюсь, это братья Сайтиевы, Буайсар и Адам, Лечи Курбанов, Тимур Джабраилов, Артур Бетербиев, Исламбек Альбиев. Медали этих ребят олимпийские и чемпионов мира, чемпионов Европы и победителей серьезных турниров манят и привлекают молодежь к тому, чтобы достичь таких же успехов. Исходя из всего вышесказанного, можно констатировать, что спорт Чеченской республики будет развиваться. Можно даже сказать, что спорт идет в авангарде мирных преобразований в республике. Почему? Да потому что именно победы наших спортсменов привлекают внимание к республике. Времена, когда интерес к Чечне у всего мира был вызван кровопролитной войной, уже позади. К строительно-восстановительному буму тоже все уже попривыкли. А спорт заявляет о республике в очень интересных и неожиданных ипостасях. Простой пример. В сборных командах нашей страны
то есть России. По таким серьезным видам спорта, как кикбоксинг, бокс, вольная и классическая борьба, дзюдо, тяжелая атлетика, карате, тэквондо, есть спортсмены из нашей республики. На прошедшей Олимпиаде в Китае 4 чеченских спортсмена защищали цвета России. 2 из них стали олимпийскими чемпионами. Поединок боксера Артура Бетербиева вызвал беспрецедентное в истории спорта решение. Сразу после подведения итогов боя было объявлено о дисквалификации судьи, который вел этот поединок. Так что одной медали нас просто лишили. Жестоко и подло. А успехи футбольного клуба «Терек», они достойны отдельного упоминания. Кубок России, взятый командой в 2004 году и посвященный памяти трагически погибшего народного лидера Ахмата Хаджи Кадырова, останется в анналах чеченской истории навсегда. Сейчас же клуб радует всех своих поклонников отличной игрой. По итогам 3 игр сезона «Терек» не проиграл ни одной игры, не пропустил ни одного гола. А вторая строчка в турнирной таблице при равенстве очков с питерским «Зенитом» обусловлена только большим количеством мячей, забитых игроками из Северной Пальмиры. Если просто констатировать успеха чеченского спорта только с начала апреля, получается уже немалый список. Победа «Терека» над московским «Динамо». Звание чемпиона Европы по греко-римской борьбе Исламбека Альбиева. Апти Аухадов стал чемпионом России среди юниоров тяжелой атлетики. 8 борцов-вольников включены в сборную Южного федерального округа по вольной борьбе. Это только самые значимые события последних только 10-12 дней. وقرأ وانكروريك مكشلنا وقومنا بلوث خدوشة سون تعيطك سبورتيو نخشق عم دائم чохаладу ты чохал дешду вахек шел беш убегнах. Все это вселяет определенный оптимизм, что новое поколение молодежи в нашей республике будет привержено здоровому образу жизни. Тем более, что здоровый образ жизни предписан и исламом, и нравственными устоями чеченцев. Спорт – лучшее средство борьбы с наркотиками и алкоголизмом. Также не придумано ничего лучше спорта и для борьбы со стрессом. Так что, дорогие чеченцы, занимайтесь спортом и физкультурой, поощряйте для занятий своих детей, родных, друзей и знакомых. Что говорят о нас в виртуальном киберпространстве? На прошлой неделе, оказывается, говорили о том, что у жителя селения Бердыкель во дворе стоит личный самолет. Что в новой версии компьютерной игры «Тотальные войны» Чеченская Республика именуется не иначе, как Дагестан. Что Общественная палата Российской Федерации готова обсудить инициативу Рамзана Кадырова по проблеме многоженства. И что власти чеченской столицы превращают Грозный в город фонтанов и цветов. Предлагаем краткий обзор интернет-новостей минувшей недели. Если в прошлые годы в короткие сроки удалось вернуть Грозному современный архитектурный вид, то в этом году власти города планируют вернуть столице Чеченской Республики название города Рос и застроить его фонтанами. Так, согласно плану перспективного развития инфраструктуры чеченской столицы, планируется построить около 100 фонтанов и посадить более 2500 деревьев и 1500 кустов роз. На сегодняшний день в Грозном уже функционирует чуть более 20 фонтанов. Планируется, что новые фонтаны различных форм, круга, многогранника, эллипса, звезды и прямоугольника, в основном будут располагаться на центральных и людных проспектах, площадях и в микрорайонах Грозного. Украшениями городских скверов и газонов станут также однолетние и многолетние цветы, которые планируется посадить свыше 300 тысяч штук. Работы проводят опытные ландшафтные дизайнеры и агрономы. Общая стоимость посадочного материала составляет около 80 миллионов рублей. Работы по восстановлению Грозного курируются лично президентом Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым. У жителей селения Бердыкель Чеченской Республики Мусы Альдабирова во дворе стоит личный самолет. Об этом сообщает интернет-агентство «Нахчибай». По данным агентства, этот самолет, собранный руками самого Альдабирова, первый и единственный частный летательный аппарат в Чеченской Республике. Внешне самолет напоминает аппараты начала ушедшего века. Размах крыльев 8 метров, длина более 4. Двигатель инсталлирован от автомашины ВАЗ 9 серии. Все элементы конструкции – это обшивка, шасси, рычаги, управление и деревянный винт смастерены самим Мусой. По банальной причине не смог приобрести, в летательном аппарате не хватает высотометра и авиационного спидометра. Самолет еще ни разу не был в воздухе, однако в скором времени создатель собирается опробовать его в тестовом режиме. Основные технические характеристики самолета, как утверждает автор проекта, вполне приличные. Если эксперимент окажется удачным и самолет взлетит, нужно будет подать документы на получение разрешения на его эксплуатацию, заявил ИКАР из Чеченской Республики.
сети интернет появилась новая версия игры Total War. Сама игра – стратегия на тему истории 18 века. Серия Total War воспринимается как реконструкция эпохи и ее альтернативная история, но на основе реальных данных. Однако оказывается, что есть люди, которые знают об истории ровно столько, насколько она отражается в компьютерных играх. К примеру, если посмотреть на карту новой версии игры, даже без глубокого знания истории можно понять, что в ней допущен ряд ошибок фактического характера. Так Кавказ почему-то оказывается без Черкесии и Дагестана, но с Чечней и Донским войском. На месте самостоятельной политической единицы войска Донского располагается Татария, а Дон сдвинут аж в Черкесию и Кубанский Ногай. Грузии как таковой вообще не существует. Отметим, в самой игре Чечня именуется Дагестаном, занимая при этом территории нескольких нынешних республик. В сети интернет опубликовано приложение к приказу министра регионального развития Российской Федерации за номером 79, в котором определена средняя рыночная стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья на второй квартал текущего года по субъектам Российской Федерации. Сообщается, что предложение подлежит применению федеральными органами для расчетов размеров социальных выплат на приобретение жилых помещений, выделяемых для всех категорий граждан. Как следует из документа, самое дешевое жилье в Российской Федерации в Чеченской Республике и в Республике Ингушетия. Так, цена за 1 квадратный метр в этих республиках составляет всего от 16 до 18 тысяч рублей. Самое дорогое жилье в Южном федеральном округе отмечено в Ростовской области, где цена составляет чуть более 30 тысяч. Самое дорогое в Москве – около 90 тысяч рублей, и в Петербурге. Любопытно, что примерно такая же цифра отмечена и в Ненецком автономном округе. В регионах Российской Федерации эта цена на порядок ниже. На баскетбольной площадке лагеря беженцев в австрийском городе Трайскирхен произошли этнические столкновения, в которых приняли участие около 200 выходцев из Афганистана и Чеченской Республики. Об этом сообщает австрийское издание News Network. Отметим, что в лагере дислоцировано около 1000 беженцев. Сообщается, что зачинщиками потасовки выступили афганские игроки, и лишь затем к ней присоединились и сочувствующие обеих национальностей. Сообщается также, что причиной столкновения послужило недовольство местных чиновников к одному из беженцев. По сообщению издания, в умиротворении разбушевавшихся беженцев принимало участие 70 полицейских, в том числе бойцы спецподразделения «Кобры» и проводники служебно-розыскных собак. Глава полиции подтвердил, что по результатам столкновений были задержаны и допрошены 5 молодых людей, пострадавших нет. Тема борьбы с пьянством и алкоголизмом, развернутая в Чеченской Республике, получила неожиданное продолжение. Так уже более месяца в эфире Первого канала появляются ролики, в которых прямо на глазах от выпитой рюмки водки умирают клетки мозга, растут раковые опухоли. Это лишь начало проекта «Общее дело», который включает в себя ролики социальной рекламы, художественных и документальных фильмов и компьютерные игры, увлекательные и полезные для подростков. Цель проекта – остановить алкоголизацию нации, отмечают авторы проекта, наместник Сретенского монастыря архимандрей Тихон и режиссер Саида Медведева. Авторы телепроекта отмечают, что общее дело обращено не к спившимся бродягам, а к уверенным в себе людям, которые якобы знают свою норму. Это серьезный антиалкогольный проект для всей страны, так как мало кто представляет масштабы внутренней катастрофы на уровне отдельного человека, его души и физической жизни, на уровне нашей страны, подчеркивают создатели программы. В связи с последней инициативой президента Чеченской Республики Рамзана Кадырова по проблеме многоженства, в Общественной палате России однозначно высказались за проведение общественных слушаний по этому поводу. В частности, с поддержкой этой инициативы выступил в средствах массовой информации член Общественной палаты Российской Федерации адвокат Анатолий Кучерена. По мнению Кучерены, глава Чеченской Республики, как гражданин России, имеет право высказывать свое мнение, и отрицать существование этой проблемы, особенно в северокавказских республиках, нет никакого смысла. Он подчеркнул, что многоженство в Российской Федерации не является преступлением, так как в отличие от старого уголовного кодекса, новый уголовный кодекс Российской Федерации за сожительство с несколькими женщинами наказание не предусматривает. В то же время, отметил адвокат, очевидно, что российское законодательство, в частности Семейный кодекс Российской Федерации, многоженство не разрешает, и поскольку проблема реально существует, по мнению Кучерены следовало бы провести общественные слушания, в том числе и с привлечением экспертного сообщества. В Грозном прошло очередное совещание Координационного центра мусульман Северного Кавказа.
Главы духовных управлений мусульман Чечни, Дагестана, Ингушетии, Калмыкии, Адыгеи и Краснодарского края, Карачаево-Черкесии и Ставропольского края обсудили тему преподавания основ ислама в школах. Участники совещания отметили, что эта идея активно поддерживается в северокавказских республиках, и есть официальные данные, согласно которым отмечены высокие показатели успеваемости и поведения учащихся школ, в которых преподаются основы исламской религии. По мнению участников совещания, соответствующая инициатива Рамзана Кадырова как члена Госсовета Российской Федерации могла бы ускорить введение обучения основам ислама в школах региона. Собравшиеся приняли решение обратиться к президенту Чечни с соответствующей просьбой. Об этом сообщает интернет-издание «Ислам.ру». На днях в первую чеченскую анимационную студию в городе Гудермес поступило закупленное за рубежом современное оборудование в формате 3D, в котором снимаются аналогичные фильмы всемирно известной студии Уолта Диснея. Идея создания студии принадлежит президенту Чеченской Республики Рамзану Кадырову, при активном содействии которого и закуплено оборудование. По словам организаторов и руководства студии, осталось решить одну из самых главных задач – найти высококвалифицированных аниматоров. Сообщается, что на данный момент в студии идет процесс установки и тестирования оборудования. По замыслу авторов проекта, мультипликационная студия будет выпускать рисованные фильмы, главным направлением которых будет духовно-нравственное воспитание маленького человека. Планируется, что производство анимационной продукции начнется уже весной этого года. В Минске появится культурно-деловой центр Чеченской Республики, а в Грозном начнется строительство Белорусского торгового центра. Об этом сообщает информационное агентство «Грозный информ». Ожидается, что предстоящие события дадут новый толчок развитию двухсторонних деловых контактов и обеспечат обмен опытом между специалистами регионов в разных областях экономики. Сообщается, что сегодня в Чеченской Республике уже работает торговый дом «Беларусь», однако он преимущественно занимается реализацией техники. Причем благодаря интенсивному развитию республиканской экономики объемы продаж тракторов, грузовиков, дорожного и коммунального оборудования постоянно растут. По словам чиновников, увеличить предполагаемый ассортимент просят сами покупатели. Развитием экономических связей между сторонами займется и культурно-деловой центр Чеченской Республики, который в этом году появится в Минске. Открыть его позволяет подписанное еще в 2002 году соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. Следующий сюжет – это искреннее желание разобраться в проблеме, которая на первый взгляд может показаться и не такой значительной, но у нее есть угрожающий характер. За что на этой неделе президент Рамзан Кадыров подверг жесткой критике работы системы здравоохранения. Рауль Вагапов с исследованием того, что лежит за внешней стороной этого очень важного вопроса. и полностью военцентр, что вот царь мог условия создавать еще, вот царь условия создавать Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь, сказано в Конституции Российской Федерации. Право такое у нас, конечно, есть, но далеко не каждый сегодня спешит им воспользоваться, если на то нет острой необходимости. Проблема квалификации кадров, которая так актуальна в нашей республике, заключается не только в отсутствии профессионализма людей в белых халатах, но порой и в халатном отношении к пациентам. Халатность в данном случае не пустой звук, а преступление против государственной власти и интересов государственной службы, предусмотренное статьей 293 Уголовного кодекса Российской Федерации, и заключается оно в неисполнении или в ненадлежащем исполнении должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе. Не будет преувеличением, если скажем, что хамство, равнодушие и поборы – нередкое явление для наших медицинских учреждений. Конечно, есть прекрасные больницы и прекрасные специалисты, которые не жалеют ни сил, ни времени, ни своего умения во имя здоровья других. Но есть и те, из-за которых люди становятся калеками, а иногда просто теряют жизнь. Речь не идет о здравоохранении в целом. Здесь, слава Всевышнему, все не так у нас и плохо. Речь идет о людях в белых халатах на местах, о среднем медицинском персонале лечебных учреждений. А это уже отдельный вопрос, требующий особого и пристального внимания. Все привыкли, что медицина у нас считается бесплатной, по крайней мере, если исходить из призвания национального проекта здоровья.
Это означает, что можно зайти в свою районную поликлинику к терапевту, пожаловаться, что простудился, а человек в белом халате обязан проконсультировать больного и выписать необходимые лекарства. Но так только принято считать, потому что во многих случаях приходится платить за всякую медицинскую помощь. Причем оплачиваются услуги как официально, так и неофициально. Здесь не имеется в виду подарок в знак благодарности, скажем, после успешной операции. Это нормальное явление. Платят за другое, за то, чтобы попасть на прием, за диагноз, за то, чтобы лечь в больницу, за хирургическое вмешательство, за уколы, за наркоз, за перевязку, за постельные принадлежности, лекарственные препараты, которых в больнице часто не имеется в наличии. Но и речь идет не об особых бытовых услугах, не об установке, к примеру, в больничной палате персонального телевизора или кондиционера, а о жизненно необходимых вещах, анализах, перевязках, лекарствах, обследованиях, безвозмездность которых, к слову, никто не отменял. Со следующей ситуацией, наверное, в последнее время сталкивалось немало людей из числа тех, кто идет сдавать анализы. А ситуация такая. Вы идете в поликлинику сдавать анализы. Потеряли несколько дней физических и психологических сил, не считая материальных средств. После чего на вопрос, когда прийти за результатами, получаете ответ. Оставьте свой мобильный телефон, и если результат будет отрицательным, мы вам сообщим. А если не свяжемся, значит у вас все нормально. Но проходит назначенный день тревожного ожидания, а врач с вами не связался. Значит ли это, что у вас все хорошо? Нет, потому что через некоторое время, когда уже по другому вопросу вы обращаетесь в ту же поликлинику, тот же самый врач, как ни в чем не бывало, доводит до вашего сведения, что анализы, которые вы сдавали накануне, оказались плохими. Это не пример из разряда фантазии, а практика, которая в последнее время наблюдается во многих наших медицинских учреждениях. Беда в том, что пациент в большинстве случаев не в состоянии самостоятельно поставить диагноз, выбрать методы лечения и оценить эффективность и результативность лечения в краткосрочный период. Говоря в рыночных терминах, потребитель не может самостоятельно решить, что именно ему необходимо для поддержания потребностей здоровья, и поэтому вынужден полагаться на врача, который, в свою очередь, зачастую заинтересован лишь в том, чтобы продать пациенту свои услуги подороже. А ведь врач и есть человек, который должен и обязан чувствовать ответственность за пациента. Понятно, что у врача, как правило, невысокая заработная плата, но означает ли это, что ему надо быть озлобленным настолько, чтобы калечить вместо того, чтобы лечить? На все это мне могут возразить: не хочется тратить деньги, надо идти не в коммерческие центры, а в государственные медицинские учреждения. Но в том-то и дело, что граждане, которые платят за медицинские услуги, делают это именно в государственных учреждениях. И именно в них, в госучреждениях, люди и вынуждены опустошать свои кошельки, потому что неофициально медицинские услуги бесплатно вообще не предоставляются. Нет, уважаемые люди в белых халатах, неправильно это все. Более того, подобное отношение к пациентам называется, мягко говоря, преступным. Вы в ответе не за деталь, которую выточили на токарном станке, не за возведение здания или сооружения. Вы в ответе за здоровье человека, который вам это самое здоровье доверил. А ведь безответственность и есть непосредственное участие в убийстве человека. Som det både till och med där på sig det skulle vara det så det skulle vara jag habalish kan det bli det är det går det balans ремонт я чувствую он марка или я не muslim но я не могу сразу اشوفه это баланс على الحل قاعد يعرف اكتيفيتي بوبي اللي عم بصل كده زي بيت صراحه والله لا ولا شو كيف انه لازم يسووا كده مع الله كده. Обвинять врачей в недолжном оказании помощи или в халатном отношении, не имея никаких доказательств, дело бесполезное. Да разве думаешь о доказательствах, когда под вопросом жизнь близкого тебе человека? Лишь единицы решаются бороться с нерадивыми медиками и надеются, что их удастся привлечь к ответу. Однако и в этом случае борец за справедливость получает дежурный и уже ставший штампом ответ: обратитесь с официальным заявлением, вот тогда уж мы им и покажем, почем фунт лиха. В то же время и заявитель, и чиновник прекрасно понимают, что исходя из обычаев и традиций народа, заявления не будет и ничего вокруг не изменится. Получается замкнутый круг, и не понимают ни врач, ни чиновник, которые по дежурному отнеслись к проблеме, что завтра с них возьмут такую же взятку в ВУЗе или за какую-то справку, к примеру, ЖКХ, и пойдут его средства по кругу всех этих инстанций, в которых, якобы, уже эти процедуры тоже совершаются абсолютно бесплатно в рамках исполнения прямых служебных обязанностей.
И в итоге получается, что все наше общество насквозь пропитано идеей наживы и рыночных отношений, и, находясь в своей служебной кормушке, как пауки в банке, пожирает друг друга. Печально, что все это делается в то время, когда и президент Чеченской Республики, и органы власти в поте лица делают все возможное, чтобы у людей были все условия достойного медицинского обслуживания. Активными темпами возводятся больницы, поликлиники, открываются новые реабилитационные центры, в республику завозится современное медицинское оборудование. Неужели мы, граждане этой республики, люди различных специальностей, не можем добросовестно выполнять свою работу, не злоупотребляя своими служебными обязанностями? Ведь именно по вине каждого из нас, конкретно людей на местах, а не по указу свыше, мы и пожираем друг друга. Неужели ужасы прошедшей войны нас ничему так и не научили, и мы не стали благоразумнее и ближе друг к другу? А ведь тогда, годы лихолетия, казалось и ожидалось совсем иное. Данный сюжет – это вовсе не журналистское расследование и, конечно, не желание просто потрясти воздухом. Просто пришло время решать проблему, которая на первый взгляд может показаться и не такой значительной, но несет угрожающий характер. Объективные причины халатности и стяжательского настроения можно привести в любой сфере и в любой отрасли. Но суть не в этом. Спасение нашего общества возможно только в том случае, если каждый из нас добросовестно будет относиться к своим обязанностям. Можно оправдать ошибки врачей, учителей, милиционеров, строителей, каждого из нас, вместе и по отдельности, всех, кто является частью этого общества и творцом нашего завтра. Вот только, как говорил Уильям Шекспир, оправдывая ошибку, мы делаем ее хуже этим оправданием. Иначе говоря, специальность ничего не значит, если нет сострадания, умения или ответственности за свою ячейку в жизни нашего общества. Нам же, в свою очередь, остается просто верить, что белые халаты некоторых врачей перестанут быть маскировочными. Здоровья нам и безоблачного завтра, граждане. Не болейте. Поручни госимущества испорчено, мягкое вспорото, стены опорочены, огорчаются врачи, окна зарешочены, рот под скотчем, кричи, не кричи. В рубрике «Хронограф» предлагаю обзор ключевых событий чеченской истории начала апреля. На этой неделе в непричесанные истории вошли тайное соглашение между Шамилем и Ташоф-Хаджи, съезд туземных народов Терской области, первый съезд представителей чеченского народа и распоряжение Бориса Ельцина о прекращении войсковых операций Чеченской Республики. Хронология памятных дат апреля в нашей истории. 13 апреля 1794 года в Шлиссельбургской крепости в Петербурге скончался шейх Мансур. Великий сын чеченского народа Ушурма родился в 1760 году в ауле Алды, в семье чеченского крестьянина Шаабаза. Мансур выступал с проповедями, выдвигая идеи равенства и социальной справедливости. Очень скоро у него появились сторонники в аулах Чечни, Кумыкии, Дагестана, Северного Азербайджана, а также среди кабардинцев, ингушей, осетин, нагайцев, закубанских черкесов. Шейх Мансур задался трудной, но благородной целью – на принципах демократического ислама объединить все горские народы Кавказа в единое государство – царство пророка. Движение Мансура быстро охватило весь Северный Кавказ. Он одержал ряд блистательных побед, однако потерпел поражение в 1790 году, после чего он перебирался в Анапу. 22 июня после яростного штурма Анапа была взята российской армией. После неудачной попытки взорвать погреб с порохом, раненого шейха Мансура взяли в плен, и 13 апреля 1794 года заключенный в Шлиссельбургскую крепость шейх Мансур скончался. В апреле 1839 года заключено тайное соглашение между имамом Шамилем и Ташоф-Хаджи о согласованных действиях в Чечне и Дагестане. По соглашению Шамиль возмущает народы Дагестана, усиливает свою партию и готовится к упорной обороне аула Ахульго. А тем временем Ташоф-Хаджи создает укрепления в горах Чечни, опорные базы, удобные для ведения партизанской войны.
Ташухаджи, именуемый в источниках также Андреевским муллой, а чеченцами Вокка-Хаджа, Большой Хаджи, относится к плеяде выдающихся героев национально-освободительной борьбы чеченского и дагестанского народов XIX века. Известно, что в 1834 году, когда в Дагестане состоялся съезд духовенства, на нем рассматривались две основные кандидатуры на пост имама – Шамиль и Ташухаджи. Большинство голосов получил Шамиль. Не оспаривая избрание Шамиля, чеченский шейх, однако, настойчиво сохранял свою независимую политическую позицию, и Шамиль был вынужден считаться с мнением шейха по ряду ключевых вопросов. По инициативе царского генерала Михеева в целях разработки способов управления горскими народами созываются смешанные съезды из посланцев русского и туземного населения Кавказа. Так, в апреле 1909 года в Грозном состоялся съезд туземных народов Терской области, в котором участвовали представители национальной верхушки. В состав участников съезда для повышения авторитетности решений в обязательном порядке включались муллы, кадии, старшины, начальники участков, почетные старики различных обществ, шейхи, землевладельцы, представители казачества и офицеры из инородцев и русских. Наряду с этим было предпринято также изучение предшествующего опыта управления Кавказом. Согласно плану организаторов съезда, всеми возможными способами власти должны были стараться приобрести расположение верхушки туземных народов и через них стремиться к развитию общественной безопасности и общественного порядка вообще. В апреле 1917 года, уже после свержения Николая II, в Грозном прошел грандиозный съезд представителей чеченского народа, на который съехалось до 10 тысяч представителей чеченских общин, которые объявили себя съездом чеченского народа. Организаторами и руководителями съезда стали нефтепромышленник-миллионер Топа Чермоев, адвокат-социалист Ахмедхан Мутушев, учитель, бывший депутат Царской думы Таштамир Альдарханов, шейх Дени Арсанов, ученый-богослов Сугаиб Мулла Гайсумов и другие. Съезд избрал Чеченский национальный совет во главе с Мутушевым, а также высказался за созыв съезда горских народов Кавказа и провел выборы делегатов на тот съезд. Впоследствии Чеченский национальный совет стал органом власти горского правительства на территории Чечни. Следует также отметить, что, несмотря на серьезные противоречия во взглядах его участников на будущее Чечни, съезд принял историческое решение о создании национальных органов власти, хотя и в рамках политического союза с другими. Следует также отметить, что, несмотря на серьезные противоречия во взглядах его участников на будущее Чечни, съезд принял историческое решение о создании национальных органов власти, хотя и в рамках политического союза с другими горскими народами Северного Кавказа. 15 апреля 1924 года в высокогорном чеченском селении Нижалой Кушатоевского округа под председательством Нажмудина Гацинского прошел съезд руководителей антисоветских вооруженных групп Чечни и Дагестана. На съезд собралось около 100 человек. Там же на съезде было оглашено письмо Саидбея Шамиля, внука имама Шамиля, который находился в это время за рубежом. В послании говорилось о скором приезде внука Шамиля, о получении партии оружия и о денежной помощи восставшим. Собравшиеся наметили мероприятия для дальнейшей борьбы против советской власти. Съезд прошел под лозунгом «Советы должны уйти за Дон». Восстание Нажмудина Гацинского длилось недолго. Уже к октябрю 1925 года он был арестован и приговорен к высшей мере наказания – расстрелу. Разгром Гацинского в значительной степени был осуществлен силами отдельных частей 11-й Красной армии, краснопартизанских отрядов и отделов ОГПУ. В апреле 1943 года присвоено звание Героя Советского Союза Ханпаше Нурадилову. Нурадилов родился в 1920 году в семье чеченца в селе Минай-Тугай Хасавюртовского района Дагестанской АССР. В 1940 году он был призван в советскую армию. Сражался в составе 5-й гвардейской кавалерийской дивизии. Начал службу с должности ездового в 34-м кавалерийском полку, затем пулеметчиком. Первое свое боевое крещение он получил у села Захаровка, что на Украине. Следует отметить, что имя Ханпаше Нурадилова в годы Великой Отечественной войны гремело по всем фронтам. О нем слагали легенды, писали все советские газеты. Нурадилов наносил такой урон противнику, что его имя хорошо стало известно даже врагам. Фашистские снайперы начали настоящую охоту за героем. На личном счету гвардии старшего сержанта Нурадилова более 900 убитых гитлеровцев, 12 пленных и 7 захваченных вражеских пулеметов. Последний бой Ханпаша Нурадилов принял на знаменитой высоте 220 на левом берегу реки Дон. Погиб же герой 12 сентября 1942 года под Сталинградом. В ходе политического кризиса в Чеченской Республике весной 1993 года Джохар Дудаев объявляет о распуске парламента Конституционного суда Чеченской Республики
Грозненского городского собрания и вводит прямое президентское правление с комендантским часом. Подавляющее большинство парламентариев отказываются подчиниться указу и организовывают в Грозном бессрочный митинг. В мае этого же года уходит в отставку с поста председателя парламента Хусейн Ахмадов. Уже распущенный парламент отстраняет Джохара Дудаева от должности премьер-министра, а Конституционный суд объявляет действия Дудаева нелегальными и преступными. В итоге этих событий назначенный парламентом на 5 июня референдум о доверии президенту и парламенту Чеченской Республики и о форме государственного устройства не состоялся. Бюллетени были уничтожены вооруженными сторонниками Дудаева в здании Центра избиркома. В столкновениях погибло, по разным данным, от 7 до 50 человек. 1 апреля 1996 года в соответствии с распоряжением президента Российской Федерации Бориса Ельцина федеральные войска на территории Чеченской Республики прекращают все войсковые операции. В планах руководства России на этот период предусматривается возможность замораживания вопроса о статусе Чеченской Республики в случае, если он станет камнем преткновения на предстоящих переговорах. В кремлевском проекте договора с республикой появляется положение, согласно которым, с одной стороны, Чеченская Республика сохраняется в составе России, а с другой ей предоставляется больше суверенитет, чем имеет чрезвычайно суверенный Татарстан. Ельцин соглашается на переговоры с Дудаевым через посредников. Однако в апреле этого же года Джохар Дудаев погибает в результате ракетного удара. События апреля 1996 года и явились предтечей известного Хасавюртовского соглашения. 18 апреля 2004 года в ежегодном послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил о завершении военной стадии конфликта в Чеченской Республике. Глава государства пообещал довести в республике до конца и процесс политического урегулирования. Путин подчеркнул, что в республике еще много социальных и экономических проблем, и потому главная задача последующего этапа – это возвращение республики в политико-правовое пространство Российской Федерации. Президент отметил, что имеется в виду создание в республике дееспособных правовых институтов, собственных силовых структур, а в перспективе проведение свободных выборов, создание полноценной системы республиканской власти и экономическое обустройство чеченского общества. Касаясь этой темы, Путин подчеркнул, что предстоящие выборы должны стать основой стабильности в республике и на Северном Кавказе в целом. 28 апреля 2007 года в Чеченской Республике создается антитеррористическая комиссия. Комиссию возглавил молодой политик Рамзан Кадыров. Уже через год с момента образования комиссии, подводя итоги ее деятельности, Кадыров отметил, что скоординированные действия правоохранительных органов и силовых ведомств позволили нанести по позициям террористов и религиозных экстремистов непоправимый удар. Так, по данным МВД по Чеченской Республике, только в течение одного года силовыми структурами было нейтрализовано 12 главарей бандгрупп и 60 членов вооруженного бандподполья. Задержано 444 участника НВФ и их пособников, в том числе 11 бандглаварей. Чеченский народ сегодня – это не наивная толпа, которая вчера во все уши слушала небылицы проходимцев и авантюристов, приведших его на край пропасти. Наш народ на себе испытал все коварства лжепатриотов, проповедовавших терроризм и религиозный экстремизм, отметил в этой связи Рамзан Кадыров. В середине 50-х годов прошлого века на спартакиаде народов СССР в Москве в составе сборной Казахстана по баскетболу появился спортсмен очень высокого роста. По свидетельству очевидцев, его высота достигала почти 2,5 метра. Его звали Уэйс Ахтаев. В свое время самый высокий человек планеты, баскетболист и мастер спорта СССР. На вопрос, кто он и откуда, это чеченский Гулливер, мы и попытаемся ответить в нашей постоянной рубрике «Жизнь замечательных людей». Выросли целые поколения людей, которым имя Уэйса Ахтаева практически не знакомо, а ведь в свое время он был фантастически популярной личностью на всей территории бывшей СССР, а в Казахстане, где он жил, более известного человека в ту пору просто не существовало. Представьте себе чеченца ростом 2 метра 30 сантиметров и 169 килограммов живого веса. Таким и был Уэйс Ахтаев, самый высокий в свое время человек планеты, баскетболист и мастер спорта СССР. Шел 1956 год, был дан старт в спартакиаде народов СССР. Миллионы физкультурников со всех уголков страны оспаривали право быть в этот день в столице, выйти на изумрудное поле большой спортивной арены. Это право получили сильнейшие, и сильнейших оказалось не так уж много, около 10 тысяч человек. Среди них были представители более 40 национальностей, в том числе в те годы самый высокий человек в мире из города Чимкента, чеченец по национальности. Уэйс Мужитович Ахтаев, Вася Ахтаев. Первый гигантского роста игрок в советском баскетболе конца 50-х годов.
Представьте себе, что свердловчанин Иван Павлюшнев, рост которого был равен 187 сантиметров, носил прозвище «Полтора Ивана». И когда в алматинском скифе объявился совсем юный Уэс Ахтаев ростом 229 сантиметров, это вызвало в баскетбольных кругах переполох. Уэс Мажитович Ахтаев родился 26 декабря 1930 года в селении Вашиндарой Шатойского района Чеченской Республики. В 14 лет вместе с родителями его депортировали в Среднюю Азию. В городе Караганде он поступил в местный техникум физкультуры, где и увлекся спортом. Перепробовав многие виды спорта, остановился на баскетболе и буквально сразу же в 1946 году попал в сборную Казахстана. По рассказам друзей, его появление на баскетбольной площадке уже стало в Алмате настоящей сенсацией. В те годы рост самых высоких игроков не превышал 190 сантиметров, и поэтому 17-летний великан производил просто колоссальное впечатление. В 1950 году 20-летний гигант стал выступать за команду «Буревестник» Алмата, а еще через год впервые приехал в ее составе на первенство СССР. Один из ветеранов советского баскетбола Валерий Платонов вспоминал, как еще 16-летним мальчишкой он попал в «Буревестник», куда его привел Ахтаев. Сначала он просто подавал ему мячи, затем стал носить за ним сетку с мячами, а там и заиграл в основном составе. И все время рядом с ним был Уэс Ахтаев, большой и добрый человек, настоящий друг и старший товарищ. Я впервые увидел настоящего гиганта, рядом с которым все остальные, даже самые высокие игроки, казались обычными людьми, вспоминает его бывший одноклубник, легендарный ветеран армейцев Арменак Алчачан. Вася, так его звали друзья, прекрасно играл в защите, ставя такую крышу, что выбраться из-под нее было неимоверно трудно. Если он успевал к своему щиту, то забить оттуда становилось проблемой. Баскетболу пишет в своей книге «Легенда отечественного баскетбола» Александр Гомельский. Его приобщил карагандинский тренер Исаак Капелевич, уговоривший Уэса переехать в Алмату и заняться спортом. Умел он еще совсем мало, но проблем у противников с ним хватало. Впрочем, своим он трудностей доставлял тоже немало. Правда, трудности эти были из разряда технических. Скажем, нужно было обеспечить его формой. А где достать на такую махину трусы, майку, а главное обувь? Ахтаев всегда играл в огромных черных ботинках-самоделках на толстой микропористой подошве. Эти кеды часто рвались, не выдерживая нагрузки, и приходилось снова искать сапожника, материал, чтобы обуть баскетболиста. С появлением Ахтаева, по словам знаменитого тренера, начались сложности буквально у всех, даже у ведущих команд. Тогда не было правила 3 секунд и лимита 30 секунд. Так что задача алматинцев была проста – завладеть мячом, держать его, пока Ахтаев своим шагом гусака-великана перемещался от щита к кольцу соперников, дать ему высокий пас, а там уж он заложит мяч в корзину. Как ни печально, но Ахтаеву так и не довелось сыграть за сборную СССР, хотя в середине 50-х, по отзывам специалистов, он был сильнейшим центровым страны. Тренеры пробовали привлечь его в команду, но он, как спецпереселенец, был невыездным. В 1952 году наши баскетболисты отправились на Олимпийские игры в Хельсинки. Ахтаев не был включен в команду. В последний момент кто-то из руководителей спорткомитета СССР напомнил, что он из репрессированных, и Ахтаев тут же был отчислен, а сборная страны в итоге проиграла в финале американцам. Расскажут, что сам Берий распорядился, чтобы такая знаменитость, как Уэс Ахтаев, изменил фамилию и стал Капелевичем, и тогда его включали бы в олимпийскую сборную страны. Но Уэс отказался от такой чести. В то же время в самом СССР на матче с участием Ахтаева собирались толпы народа. Экспансивный, несмотря на громадный рост, общительно он всегда был в окружении болельщиков. Его появление на улице или на стадионе всегда вызывало ажиотаж. Он мгновенно попадал в какой-то людской водоворот. Естественно, тут же слышалось и дядя «Достань воробушка», и дядя Степа, что поначалу его очень смущало. Так что в первое время он, по свидетельству тех, кто знал его по Алмате, заливался краской стеснения, пытался спрятаться от назойливого внимания окружающих. Он был простодушен, добрый и широк, и потому его нетрудно было обмануть. Некоторые пользовались его наивностью и открытостью, тем не менее с обидчиками Уэс расправлялся по-своему. Однажды во время матча с тбилисским «Динамо» его долго выводил из себя Абашидзе, и тогда Уэс будто невзначай наступил ему на ногу. Тот упал и потерял сознание, все-таки 196 килограммов живого веса. В суде он как-то сказал: «Еще раз ни за что свистнешь мне пробежку, посажу на щит и не сниму», и пальцем для убедительности показал, куда он его посадит, если тот будет к нему Ахтаеву придираться. Судья чуть свисток не проглотил. Рассказывал, что намного позже, уже будучи вне спорта, Уэс однажды отъехал от дома на своей победе, специально переоборудованной под него, и крылом автомобиля случайно сшиб какого-то человека. Ахтаев бросился на помощь потерпевшему, а тот, отделавшись легким испугом, поднялся с земли и стал отряхиваться, и вдруг он увидел над собой великана. Как рассказывали очевидцы, потерпевший воздел руки к небу, издал крик и упал, будто сраженный пулей.
Как объяснил позже потерпевший, ему померещилось, что машина сбила его насмерть, он уже на небе, и к нему подошел огромный джин. Бедолагу едва привели в чувство. Сохранился любительский снимок Ахтаев среди несметной толпы зрителей. Фотокорреспондент «Вечерней Москвы» уговорил самого сильного человека тех лет Григория Новака, который был весьма невысокого роста, сфотографироваться на Динамовской аллее рядом с самым высоким человеком. Новак, не лишенный чувства юмора, отрежиссировал, влез на скамейку, показывал, что все равно не дотянуться ему до Ахтаева. А тот был доволен, улыбался. А еще в ту пору, когда Ахтаев играл в сборной Казахстана, его в Москве заприметил известный кинорежиссер и пригласил сниматься в фильме «Гулливер» и «Лилипуты». Уэйс согласился, он уже видел себя на экране, но когда узнал, что из-за съемок придется пропустить чемпионат, наотрез отказался. К сожалению, спортивная карьера Ахтаева окончилась очень рано. В неполные 30 лет он заболел сахарным диабетом, затем тяжелым воспалением легких. Могучий организм справился с болезнью, но играть в баскетбол ему врачи запретили. В последний раз Уэйс приехал в Москву в 1959 году на 11-ю спартакиаду народов СССР. Говорят, он как азартный мальчишка наблюдал матч за матчем, а потом с грустью сказал: «Я еще вернусь в баскетбол, обязательно вернусь». Но был уже тяжело болен, ходил с палочкой. Наверное, у всех, кто его видел, Ахтаев навсегда остался в памяти, пишет в своей книге «Центровые» знаменитый тренер Александр Гомельский. Как жаль, что сохранилось мало фотографий этого рано ушедшего из жизни человека, что не нашлось художника, написавшего его портрет, скульптора, вылепившего его бюст. Ведь лицо у него прямо просилось на полотно, резкое, словно высечено, характерно, запоминающееся и очень доброе. Представьте себе этакую громадину ростом 2 метра 36 сантиметров, ножище 58 размера, брюки, в которые залезла бы вся команда, ручища лопаты, в которых и мяча-то не было видно. Так, камешек какой-то. Ахтаев играл до 1959 года, женился, уехал в Грозный, но оставался опорой своего ровесника до последнего матча. Уэйс был неповторимой личностью и в душе, всегда оставался стеснительным и очень гуманным человеком. Рассказывал, что однажды кто-то пришел к нему и попросил его выйти. За порогом оказался маленький котенок. Чтобы не наступить на него, Уэйс сделал неловкое движение и получил перелом голени. Травма оказалась тяжелой. 8 лет провел спортсмен в постели. На огромной кровати, сделанной мастерами по специальному заказу, покоился бывший кумир миллионов. Рядом лишь тумбочка с газетами да телефон, который позволяет поддерживать связь с внешним миром. Самый высокий человек планеты прикован к постели, и исполинское тело уже не слушается его. Великий баскетболист Уэйс Ахтаев скончался на 48-м году жизни, в 1978 году в Грозном. Узнав о его смерти, телеграммы с соболезнованиями прислали всемирно известные тренеры, спортсмены из Москвы, Алматы, Ростова, Риги и других городов необъятной страны. Сегодня, когда многие в стране пытаются посеять семена межнациональной розни, бывшие коллеги Ахтаева с трепетным чувством вспоминают его улыбающееся лицо. У Аси было много соперников на площадке, великое множество друзей по всей стране. Он легко покорял сердца соотечественников, как воплощение человека, интернационального по своей сути и складу души. На этом все. Смотрите нашу программу каждую субботу. Удачи всем!